Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 5. Тюркские народы и народности расселены сегодня практически по всему Старому Свету и являются автономными во многих его уголках. На территории бывшего СССР на тюркских языках говорят азербайджанцы, алтайцы, кумандинцы, лебединцы, маймалары, ойроты, теленгиты, телесы, телеуты, туба, тубалары, чалканцы, чуйцы, балкарцы, башкиры, гагаузы, казахи, киргизы, каракалпаки, долганы, кумыки, карачаевцы, ногайцы, турки, месхеты, татары, казанские, сибирские, крымские, тувинцы, туркмены, узбеки, хакасы, качинцы, сагайцы, бельтиры, кызыльцы, койбалы, уйгуры, чулымские тюрки, шорцы, абалары, абинцы, шоры, чуваши, якуты, караимы. В Иране проживают азербайджанцы, афшары, сонкоры, хашнайцы, туркмены, айналу, хорасанские тюрки, халаджи. В Ираке туркмены, в Сирии туркмены, в Афганистане живут афшары, туркмены, узбеки, в Монголии казахи, тувинцы, хотоны, в Китае уйгуры, лобнорцы, казахи, салары, сары-уйгуры, фуйские кыргызы, Болгарии гагаузы, турки, татары, Югославии турки, в Албании турки, в Румынии татары. К тюркским народам в древности относились гунны, хазары, печенеги, половцы, кипчаки, сарматы, берендеи, скифы и так далее. Много тюркизмов в этрусском, шумерском языках народов Древней Греции. Присутствуют тюркизмы в современных итальянском, английском, испанском, немецком, португальском, греческом и других языках. Да, исследователи обнаружили параллели между тюркским языком и языками коренных жителей Америки. В своей книге «Татары. Этнос и этноним» академик Абрар Каримулин пишет следующее. В конце XIX века «белые» в кавычках в Калифорнии около одной бойни натолкнулись на индейца, загнанного туда голодом. Когда у него спросили, кто он, тот, не понимая языка белых, назвал себя Иши, что на языке его племени означало «человек». Сравни. Кыше, киши. Известный этнограф Кребер, посвятивший свою жизнь изучению культуры индейцев, в дальнейшем установил, что этот индеец по своему происхождению и языку относился к племени Яна. Индейцы-ацтеки получили свое название от ритуальных божеств, фигур змей, покрашенных в белый свет. Ак в их языке означает «белый», цилан – «змея». Из индийского ак-цилан европейцы произвели слово «ацтек». Сравните с ацтекским произношением фразы ак-цилан, тюркское ак-илан, ак-джилан, ак-зилан. Татарский академик Абрар Каримулин пишет: «Нами обнаружены целые пласты тюркизмов в языках индейцев Америки, племени Сиу-Дакота, майя, инков, ацтеков. Тюркизмы сходные, тождественные с лексикой современных тюркских языков, как по форме,
так и по содержанию, относящиеся к миру животных, топонимики, терминам родства, глаголам и другим категориям. Такие тождества обнаружены в формах словообразования, в грамматике, не говоря уже о том, что этим языком свойственен сингармонизм, агглютинативность и так далее. Если вспомним, что заселение Америки произошло минимум 10 тысяч лет назад, есть теории, которые отодвигают эту дату на 25, 50, даже 100 тысяч лет. Нас нисколько не должен удивлять консерватизм тюркских языков, их малая подверженность изменениям в сравнении с индоевропейскими языками. Чем совершеннее, удобнее любое оружие, тем оно дольше служит, тем дольше остается без изменения. Конец цитаты. Новая цитата. Дальше Абрар Каримулин пишет. Приведем лишь несколько языковых параллелей. В штате Юкатан есть город Таш-Иче. В тюркских языках слово соответствует фразе Таш-Иче, Ише-Исе. Таш – камень, Ише-Иче-Исе – внутрь. Очень напоминает тюркские следующие названия рек местности. Яш-Чилан. Сравни Яш-Илан, Яш-Джилан, молодая змея. Туле, сравни Тулы, полный. Исибор, сравни Исибор, имеющий запах. В языке майя имеется отрицательная частица ма, которая присутствует в современных тюркских языках. Например, барма, не ходи, турма, не вставай и так далее. Первый месяц календаря у них называется Яшкин, то есть молодое солнце. Сравните с тюркским Яшкун. В языке сию имеется слово тан, что означает раннее утро и соответствует тюркскому танг – раннее утро. Танним на языке сию узнавать. В тюркских языках этому же значению соответствуют слова танодым. Слово ате на языке сию означает отец. Ина, они, иняй – мать-бабушка. Те же значения в тюркских языках имеют слова ата, инна, она. На языке сиу прилагательные сансары и капкара означает, как и на тюркских языках, желтый при желтый и черный при черный. На многих индейских языках тебет значит горы, саток – стрела. Сравните тюркское садак – лук. Широко известное Отце-Ола означает сын солнца. Отце солнца – Олла – сын. Этимологию слова можно вывести из тюркского от ис-оллы, где «от» – огонь, ис-с – горячий. Улу, оллы, олу, оглан – сын, то есть сын горячего огня. Конец цитаты Каримулина. Конец выпуска. Продолжение следует.